Здравствуйте, вы смотрите программу «Общественный интерес» на канале ГРТ, в студии Елена Радкогла. Этот выпуск мы посвятили хореографу танца Константину Афанасьевичу Гермек. Балетмейстер заслуженного коллектива Молдовы гагаузского ансамбля песни и танца «Дюзова» внес неоценимый вклад в возрождение и развитие национального танца. В этом году маэстро Гермек исполнилось бы 70 лет. Сегодня вместе с друзьями и коллегами мы вспоминаем его. Итак, у нас в студии художественный руководитель заслуженного коллектива Молдовы гагаузского ансамбля песни и танца «Дюзова» Татьяна Щеголева. Здравствуйте. Здравствуйте. Руководитель танцевального коллектива «Дюзова» Виктор Градинарь. Известный певец и композитор гагаузских песен Виталий Манжел. Здравствуйте. И танцоры гагаузского ансамбля песни и танца «Дюзова» София Йовчу и Иван Дулова. Здравствуйте. Здравствуйте. И в начале программы предлагаю посмотреть видео. Поступило предложение приехать сюда и поставить пару танцев. Всего лишь, да, такой был разговор. Поставить пару танчиков. Ну, конечно же, я приехал. Балетмейстер может ставить танцы на любых людей. Вот с улицы возьми людей, поставлю танец. Это будет так, на одном движении, на ходу так. А вот мне хотят профессионально танцевать, поэтому надо их подготовить к этому. Потому что они то, что я хотел, они не исполнили в тот момент. Поэтому моя цель была поднять их мастерство и потом на них поставить. Любое произведение состоит из 7, как парабола такая, из 7 наименований могу назвать. Это песня создается, танец создается, программа здесь создается. Это 7 – это выход, должен быть бурный, чтобы закрепить зрителя, объяснять, расшифровывая, удержать его чуть-чуть, а потом можно потихонечку упасть вниз. И потом развивается и кульминируется финал. Вот это вот 7 названий, это произведение ставить. По такому параметру, если будешь ставить номера, то будешь правильно. У нас здесь 10 пар официально чисто на работе, но я голодный. Мне дайте 45 пар, мне еще больше захочу. 12 пар активированных, но у меня еще есть 10 пар, 10 человек, которые стажеры сзади. Они каждый день приходят и учат. И я уже вижу, что оттуда уже 2-3 человека уже могут видеться коллектив основной. Недавно я такой опрос произвел, там, которые ребята заканчивают школу. Мне это интересно стало, говорят, слушай, а вот куда ты пойдешь, когда закончишь школу? Университет. Я говорю, какой? Камрадский. А вот ты? А я в колледж Камрадский. Я говорю, а зачем нам? Я в ансамбле буду танцевать. Вот что значит. Здорово. Они даже не хотят уезжать никуда. Да, чтобы иметь возможность... Будет танцевать в ансамбле и плюс еще учиться. То есть я достиг того, что я хотел. Татьяна Ивановна, вы и Константин Афанасьевич были 2 мега-силы, которые слились воедино и возглавляли танцевальный коллектив «Дюзова». Скажите, пожалуйста, как начинался ваш единый творческий путь? С чего все начиналось? Так вот сейчас я прослушала это интервью, эту нашу встречу, подумала, когда же это все началось. Наверное, где-то в 1986 году, когда на базе ансамбля «Дюзова» был открыт филиал Молдавской государственной филармонии, и коллектив готовил профессиональную программу для того, чтобы ее сдать и принять участие в гастролях в то время, как это делали все коллективы филармонии. И если оркестр был готов, в принципе, были музыканты, то с артистами балета было намного все сложнее. И для того, чтобы ставить какие-то постановки, во-первых, нужны были люди, которых не было. Нужны были молодые люди, которые владеют основами хореографии, основами классической балетной школы. И тогда Семен Васильевич, покойный Авраам Петрович, они ездили по селам, искали молодежь способную. И вот нашли тогда тоже 10 пар.
и определили их в хореографический музыкальный колледж имени Штефана Няги в Кишиневе. Они прошли там полугодичные курсы, такие ускоренные. И вот когда уже можно было что-то с танцорами лепить, стала дилемма, потому что из репертуара ансамбля «Дюзова», которые танцы были, ну, они остались, они усовершенствовались, но этого было мало. Для профессионального коллектива нужны были постановки, во-первых, и серьезнее, и помасштабнее. И вот в то время, конец 86-го года, начало 87-го года, приехал Константин Афанасьевич Гермек. Тогда мы его не знали. Но так как работали с нашими танцорами в Кишиневе, естественно, он и сейчас, когда приходил, он всегда заходил, он всегда был там, где танец. Это и флуэраж, и жог, и много друзей, потому что он сам прошел эту школу. И вот тогда они познакомились с Семеном Васильевичем Пометко и начали обсуждать этот вопрос. Он говорит: да нет, ну я приехал, вот там у меня дела, раз-два, я должен уехать, потому что у меня коллектив там. Вот. И со слов Константина Афанасьевича, потому что мы с ним вот вспоминали те времена, и он говорит: как, говорит, меня Сэм, говорит, как он меня, говорит, поймал, говорит, прям, ну, зацепил, говорит, ну, раз нет, говорит, значит, ну, тогда ты не гагаус, все. И, говорит, ушел я, говорит, я не мог спать, говорит, я не мог себе найти место, и что значит я не гагаус, и так далее, и так далее. Вот он говорит, я остался, я задержался еще на, по-моему, он тогда на 3 месяца, но потом он приезжал, и вот он помогал ставить танцы, помогал ставить сюиты, и вот, в принципе, тогда произошло наше знакомство всего коллектива, и мое, в частности, с Константином Афанасьевичем. Он неоднократно, мы потом уже выезжали на гастроли в Турцию, мы были там и по полмесяца, и месяц гастролировали. И вот он несколько раз ездил с нами. И потом как-то получилось так, что оркестр ушел из филармонии, танцевальный состав остался, мы вернулись в Дом культуры, произошел такой раскол. И с тех пор постоянно как бы артисты балета была наше такое слабое место. И я всегда, когда он приезжал, мы всегда встречались. Он заходил в вновь созданную Кадынжу, которая осталась, потом уже это стал гагаус, это Молдова концерт. И заходил, все, я говорю: Константин Афанасьевич, давай как-то к нам на работу. Он: да нет, ты что, у меня столько всего, столько. И там коллектив, и по всему миру у него, кто только где не было составов, он очень много работал. Но в конце, где-то в 17-м году, вот они с Виктором Петровичем, Виктор Петрович как его ученик, и воспитанник, да, они тоже очень много, я думаю, он об этом расскажет, очень много тоже вместе прошли. И Константин Афанасьевич помогал ему работать с детьми Алтын-Чушмя. Вот. И шла такая работа, и когда очередной раз наши артисты балета остались без руководителя, тут уже подключилась Марина Семеновна. Вот они очень много говорили по телефону, и так. В общем, не знаю, звезды сошлись или что, с небес, или Бог был с нами. И Семен Васильевич там, наверное, тоже с небес опять ему сказал, что ты не гагаус. Ты не гагаус, если не вернешься на родину. Я не знаю, что случилось. Вот. Но Константин Афанасьевич дал добро, и, честно говоря, пока он не приехал и пока не устроился на работу, вот я просто до конца не верила, что это случилось. Каким он был? Он был широкой души человек, профессионал, великолепный друг. Его знаете, вот сейчас, когда прошло время, все-таки, знаете, каждый человек чувствует состояние своей души. И он никогда не жаловался, что у него что-то болит.
Вот, никогда не подавал виду и всегда даже это скрывал, но как сейчас мы понимаем, что что-то болело и что-то было не то, потому что, вот как он сказал, я голодный, вот мне дай 45 пар танцоров, и мне будет мало. Он спешил. Не говорил, куда спешил? Он спешил поставить танцы. Он спешил... А с чем это было связано? Ну вот я же говорю, человек, он, видимо, чувствовал, но он не говорил, что. Не говорил. Он не говорил. Потому что вот мы как-то в Кишиневе встретились, мне там нужно было зайти в поликлинику, и я его встретила, говорю, что здесь делаешь? А я вот зашел, и вот так вот он ушел Увильнул. Да, увильнул. А потом я говорю, а ну рассказывай, что ты тут? Он, ну я вот так периодически там, ну так, сердце, я проверяю все. Ну, честно, так и не сказал все до конца, не жаловался никогда. Вот. И вот он всегда уходил от вот этой бытовой рутины. Его интересовала работа. Его интересовали репетиции, что мы будем делать, надо то поставить, это поставить. И вот он все спешил, чтобы детей, которых Дюзова набрала и продолжала набирать, чтобы поставить их на ноги, чтобы и потом уже буквально, ну, через года 2 работы, он сказал, говорит, посмотри на них, говорит, они уже, говорит, профессиональные танцоры, говорит, посмотри, говорит, они уже готовы. И, говорит, и не нужно им никакое образование, говорит, они готовы. Вот любой балетмейстер сейчас придет, покажет, что, как, и все, говорит, как для профессионального музыканта поставил ноты, и он играет. Вот так и придет любой другой балетмейстер, вот все, вот они готовы. И вот это надо сохранить, потому что, ну, эту форму надо держать постоянно. И вот он очень этим гордился, он очень... всех артистов балета просто обоготворил, обожал. Был с ними всегда На равных? Не на равных, а он всегда был в тренде с ними. Он не отставал, он соответствовал. Он был такой... Не по возрасту. Он был не в зависимости Есть от возраста. выражение «свой в Он был доску», очень да? молодым. Свой в доску. Да, по состоянию души Да. он был очень молодым. Он был таким денди, даже да, вот манера его одеваться, манера, вот, он постоянно там, то он там хвостик себе отрастит, вот, то он, такие у него крутые эти кепки, всякие сумочки, то есть, ну вот такой вот он выделялся, очень выделялся, и, конечно, был намного моложе, чем возраст, так скажем, в паспорте. Вот. И всегда старался словом, делом, и уходил от каких-то склоков, сплетен, скандалов. Вот он не про это был. Он был про танцы. Он был про танцы и все, что с этим связано. И вот он говорит, он всегда, он не просто там, допустим, сидел, он не просто говорил, у него всегда что-то он там уже творил, что-то у него всегда созревали какие-то идеи всегда вот. И он всегда подчеркивал, говорит, мне очень приятно работать с этим составом, и всегда мы 15 сентября всегда собирались, он нас приглашал, мы его поздравляли. Вот. И, говорит, никогда у меня не было, говорит, начальника женщины, говорит, я, говорит, всегда был начальником сам, говорит, ну вот, говорит, с тобой как-то так вот получилось сработаться, и действительно мне было приятно с ним работать, и нравилось, что он никогда не был равнодушным, он всегда был беспокойным, он не давал покоя, он не давал никому покоя. Вот, давайте то, давайте это, а как же так, а как же... Вот, то есть о себе или вообще вот как-то он не думал, или в последнюю очередь. Вот самое главное то, что здесь. Поэтому за 4 года, его жизни, которую он отдал ансамблю, вот я всегда говорила, он сделал столько, сколько за весь период существования ансамбля столько никто не сделал. Спасибо. Сколько вот он оставил нам. Виктор, вы являетесь воспитанником Константина Афанасьевича, а сегодня вы его продолжаете, его дело жизни. Как состоялась ваша встреча, ваше знакомство? Ну,
мне посчастливилось с ним познакомиться. Я танцевал в ансамбле «Кадынжа». Он там периодически приезжал, и при мне он ставил постановки там. Авраам Петрович его там просил, он приезжал, ставил постановки. Вот так мы познакомились и набирали группу во Францию, танцевальную группу «Шоу-балет». И так получилось, что я попал в эту группу людей, которые потом впоследствии мы уехали во Францию, работали там 1,5 года. Вот так мы познакомились, работали под его началом. Репетировали мы сначала в Кадынже, а потом впоследствии после Франции в Турцию ездили, работали в хореографическом колледже с утра до вечера. Да, вот как-то так. Но одно из, что меня поражало, вот на тот момент я сейчас вспоминаю, ну, значит, работаем мы так с утра до 7 вечера, а он как бы, ну, он уже так больше говорит, нежели показывает так. Но почему-то мы мокрые, непонятно, ну, как так получается, что он говорит, а мы просто вот так. Ну, обычно там, когда ты показываешь, и от тебя там отталкиваются, а тут просто разговором тебя так заводят, что ты не можешь, выжимаешь майки. Он был строгим педагогом? Ну, да. Я думаю, что да. Ну, как бы тот, кто понимал, что нужно делать, и делал, как бы, не было с этим вопросом. Но в целом, конечно, если его можно вывести. Ну да, потому что это очень огромный труд. Это очень большая работа. Это не просто физическая нагрузка, а здесь и характер, здесь подчинить весь состав под один характер, один стиль, потому что в музыке тоже так. Людей много, каждый чувствует по-своему, но если мы ансамбль, если мы коллектив, мы должны это сделать как один. И вот добиться вот этого ансамбля, это и музыканты, и артисты балета посвящают этому всю свою жизнь для того, чтобы добиться этого. Ну, я скажу, что с ним было так интересно работать, что никто не заставлял даже его нервничать, потому что все хотели чего-то достичь. И, ну, как минимум я для себя понимал, что я должен учиться, потому что это как бы, наверное, не наверное, а это такой шанс, который никогда и никто тебе не даст того, что я научился от него. Много чего, конечно, не успел, но в голове постоянно было, надо перенимать, потому что они единственные, кто реально, если посмотреть, кто понимает в этом и может вникнуть в это, то как бы это и был единственный человек, кто мог сделать, создать. Потому что он фактически создавал, неоткуда было черпать, а он создавал на элементарном движении, которое вот он там где-то увидит движение, как там что-то делается. Все, на одном движении поставлен целый танец, на характере просто. Это уже движение, это уже из опыта его из его танцевального опыта в разных коллективах, разных направлениях танцев. Ребята, вопрос к вам. На репетициях не всегда все получается с первого раза. Константин Афанасьевич был требовательным педагогом, преподавателем. Да, он был очень требовательным, но в то же время он всегда умел поддержать, он, конечно же, помогал. Мы говорили, что вот там это конкретно не получается, мы останавливались, все время отрабатывали это. Он на каждой репетиции имел что нам показать новое, постоянно какие-то новые движения, новые рисунки. Никогда не было репетиции, чтобы мы там стояли на одном месте и ничего не делали. Все время было что-то новое. Иван? Да, я согласен с Софией, потому что я пришел в коллектив в 2012 году и до этого не работал с такими людьми, я был в образцовом коллективе. И когда я познакомился с Константином Афанасьевичем, для меня это был новый какой-то вызов. Я от него для меня это человек эмоций просто, потому что мне трудно, честно говоря, давалось сначала. Но он меня научил вот этой эмоции, мне кажется, передал вот это все, характер вот этот гагаузский, и я очень благодарен за это ему. Спасибо. Один из воспитанников Константина Гермек, Владимир Щеголев, учится в Турции. К сожалению, у него не получилось приехать на программу, но он записал одно видеообращение. Пожалуйста. Когда дело же доходило до постановки танца, первое, что я всегда замечал, его вот эта аура, которая окружала его, вот эта энергия, желание
постоянная вот это, только вот постановка у него, сразу идеи, сразу. Вот он всегда приходил на репетицию уже с готовыми идеями, с готовыми рисунками. То есть макет танца он начинал у себя в голове уже проводить еще задолго до того, как мы вообще узнаем, что вот есть танец, вот мы сейчас будем его ставить. Всегда говорил, я вас, не то что ругаю, да, а критикую или говорю вам, чтобы вы стали лучше, чтобы вы изменили в себе то, что делает вас ниже, да, по профессионализму и тянулись постоянно наверх. И вот это качество самое сложное, наверное, которое может развить в себе человек, это постоянная тенденция к самосовершенствованию. Он мог научить не только танцу, действительно, вот, например, мы с ним играли в нарды, он научил меня тактике игры в нарды. Вот. Он мне объяснял вот по ходу игры, вот он делился, он никогда не был жадным на знания, он всегда делился. Вот. Это, опять же, отличительная черта любого профессионала. Он всегда делится своей мудростью, он старается передать, ведь знание существует для того, чтобы его передавать. Если его не передавать, оно умирает. Вот. И особенно, что касается танцев. Вот. Это необъятная энциклопедия, необъятное ходячее пособие по хореографии. И жаль, конечно, что так мало времени было нам отведено провести с ним время, потому что он действительно мог научить многому. Но и то, что он оставил после себя, это, конечно, неоценимый вклад. Это будет вспоминаться еще очень многие года. И я уверен, что танцевальный состав ансамбля песни и танца «Дюзова» пронесет с гордостью его наследие, его учение и сделает все возможным, чтобы донести тот художественный образ и те эмоции, которые он заложил в портретизацию гагаузского народа. Потому что он делал такие великие вещи очень просто. Это очень сложно делать великие вещи просто. И он это умел делать. Это было видео от его воспитанника Владимира Щеголева. Виталий, вы были другом Константина Афанасьевича. Каким он был человеком? Каким он запомнился вам? Вряд ли я сейчас скажу, что был другом, мы по-прежнему с ним общаемся. Я имею в виду совсем других, потому что мы как раз-таки с ним такие люди были. В 2019 году познакомились, я только понаслышке знал, кто такой Гермек. Но он спустился ко мне на студию, мы просто посмотрели друг на друга, и уже больше ничего не надо было. То есть все, мы как бы вошли в одно поле, в одну энергию, и там уже он приходил уже ко мне как домой. Сразу на следующий день он уже приходил как домой, и мы уже сидели по вечерам после работы, постоянные были обмены, как у тебя там, как у тебя, а что там это. По его рассказам я могу знать, я узнал именно по его рассказам практически о основном всем составе танцевальном. То есть о характере у кого какой, кто как себя ведет, кто как танцует, у кого он ставил на кого планы большие. То есть вот он рассматривал. И было, кстати, хорошо сказано, вот видите, что он умел с одного движения нечто как бы вот придумать. Почему? Потому что он же хореограф. Да. Он видел основу, стержень танца. И при этом потом накручивал, дополнял туда какой-то национальный характер. Но сама основа у него была огромная, потому что он чувствовал динамику и энергию. И для него не важно было, какого жанра этот танец. То есть он видел его внутри, ощущал его. И вот эти поиски какой-то динамики или энергии часто обсуждались у нас на студии. Он также говорил, давай, Гюстечни Санна, покажи, какую песню ты. Я им показывал, он мне там, вот тут по энергии, давай дальше по энергии, тут не хватает, вот здесь еще накрути. То есть он вам советовал, как лучше, да? Мы жили этим всем, да. Как бы это не... Вопрос того, что помогал он мне, да тут не было как бы помощи, даже не сотрудничество. Это было как бы одно целое. Даже вот съемки клипа на Гидерлейс, да, песня писалась, он сидел все время со мной. Весь путь этой песни он знал, какие у меня были проблемы, с кем я ругался, с кем не ругался. Все он знал, абсолютно каждую секунду создания этой песни и клипа. Все знал. И он говорит,
будем все равно делать. Не, то есть не я говорил, я буду все равно даже говорить, мы будем все равно это делать. Хотя не было никаких вопросов еще поставленных о хореографии, об участии Дюзовы в клипе. Мы говорили только о песне, он все равно говорил, мы это сделаем. Мы это сделали, и когда я сказал, а вот теперь твое время пришло, я тебя понял. Я даже не сказал ему, ты можешь мне помочь снять клип «Хейдерлейс»? Я ему сказал, все, теперь твоя работа. Я что смог сделать, давай пошел. Теперь твое дело. Все, не вопрос. Собрались, уехали. Вот там, на одной волне энергии, все сделано. То есть, как бы, как одно целое. А вопрос творческая, как бы, вот совместная деятельность, там понятно, там это глыба. Он реально глыба. Его интересовало буквально любой вид танца. Где-то у него были собственные предпочтения. Но, однако же, он умел при какой-то демонстрации других видов танца, совершенно далеких от его понимания, что такое хореография, все равно он сидел, смотрел, даже делал какие-то там поправочки. Но, в принципе, восприимчивый максимально. То есть жил вот этими танцами. Как человек, скажу, как сейчас сидяк, не сидяк, пекмички-то. То есть... И вот был вопрос еще, когда по возрасту, да, как человек ведет себя, да, он реально находил поле, вот жил в этом, находился в этом поле, и там как бы не было никакого ощущения возрастной какой-то категории какой-либо. Он настолько сильно познакомился, настолько сильно его полюбили девочки школы Сеслери, да. Даже был момент, когда, допустим, надо куда-то отвезти, выступить. Вот они садятся в машину, я не сажу, я знаю, мне видео показывали, он до сих пор есть. Вот они едут, девчонки там какую-то современную музыку, что-то они там их колдырит, качает в машине. И вот он вместе с ними что-то там танцует, там, под бьёс, под рэп, да? Под все что угодно. То есть он на волне, да, на самом деле. В кепке такой, нормальный, стильный. То есть он мог создавать хорошее настроение? Да, он не то, что мог, он постоянно в нем находился. Были иногда моменты, что, да, вот, когда появлялись некоторые недомогания, когда вопрос шел, он, конечно же, не говорил, но чувствуется же по человеку, что он сегодня пришел немножечко вот в более таком разбитом состоянии. Ну, как бы старался виду не подавать, но в любом случае оно чувствуется. Да. Но в общей степени, когда он хорошо себя вот чувствовал, это прям энергия. Все там как бы... Причем умудрялся сохранять все человеческие качества, внутренние, душевные и особенно духовные. Еще и держал вот этот внутренний профессиональный свой стержень для развития. И когда он говорил, он как только в 19-20 году он уже сказал, когда уже годик здесь работал, он говорит, я теперь понимаю, мне надо не реке. То есть он уже тогда начинал понимать, что и по времени. Он постоянно по времени. Ах, не успею, я не успею. Надо говорить, успокойся, что ты не успеешь. И вот там, и вот с этими танцами, где добавить харизму, где добавить еще какую-то динамику. И просматривали иногда ночами, прям садились и смотрели разные виды танцев, где есть какая-то не агрессия, а какая-то более мощная какая-то сила. Он не смотрел на танцы. То есть, например, чтобы добавить какую-то мощу, там, воинственность. Я как-то ему предложил Хаку посмотреть, такой новозеландский танец, таких зверей, честно говоря, довольно-таки агрессивный. Я думал, он скажет, знаешь, ты что мне здесь это включил? Нет, я думал, он как бы не примет. Нет, мы сели. И я так думаю, ну-ка я попробую ему показать, что как бы в других танцах, как вот это вот дух, характер. Героический. Говорю, Афанасий, это Хака. Что это? Хака, это, короче, там, туда-сюда. Ну ладно, давай показывай. И вот я ему показал, подобрал самый такой классный такой сюжет. Вот он как включился. То есть для него движения не имели значения, но он почувствовал вот эту вот. Он говорит, а еще. И где-то мы часа 2-3, я уже не знал, что ему еще включать. Только хаку. Есть ли вероятность, что вот он из вот этой хаки что-то использовал? Вероятность, точно. Есть, да? Я скажу, что да, потом началось вот эти все движения. Да. Я единственное ему говорю, ты там смотри, не перепутай, это воины, как бы они там дерзкие, без этих, там у них и мимика есть, но совсем другое. Ну не переживай, я понял, что мне отсюда надо. И вот он забрал, а потом, когда не хватало еще чего-то, он говорит, а давай что-нибудь еще есть у тебя? И я показывал ему разные, даже
Касаемо иногда даже, вот честно скажу, касаемо иногда традиционных восточных видов единоборств, где необходима определенная техника, как ножку держать. То есть он всегда хотел, чтобы классический танец, да, особенно балетная школа, была идеально, фундаментально чуть-чуть была поставлена. Сколько мы с ним думали о поручнях, обо всем, он переживал за все это. Он всегда говорил: мои девочки, вот так, с пятки до макушки в небо. Ты видишь, как они изменились. Проходят его девчонки в машине. Смотри, мои. Такие, он говорит, мои. То есть он о каждом говорил: это мои дети. То есть он реально их по-настоящему любил. Если даже какие-то были недопонимания со стороны ребят, уже возраст, да, некоторые были моменты, как и обычно в любом коллективе. Он всегда со мной делился только с точки зрения, что внутри ему немножко неудобно и больно. Никогда он не подходил к этой проблеме то ли с осуждением, или с высокомерием, или поверхностно. Он всегда говорил: слушай, вот у меня проблема вот сегодня вот с этим человеком, где-то мы не так поговорили, вот где-то, а что мне делать с этим? То есть он настолько по-доброму переживал за общий состав, и кроме этого за каждую единицу. За зарплату переживал постоянно. Бился за каждого, чтобы зарплату или добавляли, или не опускали, для того, чтобы организовать все, чтобы было хорошо. Он говорил: моим детям должно быть хорошо. Вот, старался. И балдел, когда он видел, что все красиво. Они ходят стройные, парни танцуют, просматриваешь, он показывает: давай вот это посмотрим. Прямо, что есть в октябре, особенно когда было выступление, давай смотреть. И вот мы просматриваем. Все понятно. И вот потом здесь на репетицию приходил. И потом приходил и начинал давать жару. Но он это все Разбор смотрел полетов. с профессиональной точки зрения. Конечно. И это не было, у него никогда не было личностного, агрессии личностной или какое-то невосприятие человека, который в его коллективе. Он переживал за каждого. Да, ему много чего не нравилось, но мне не нравилась профессиональная точка зрения. Человек такой, он совершенству нет предела, он всегда понимал, что надо еще лучше. Ну, он просто в работе отвлекался от всех моментов. Вот я даже анализировал для себя, откуда берется эта энергия и все. Все в работе. Поэтому он поглощался в работу, чтобы не отвлекаться ни от чего. Как только нет репетиции неделю, все, он поникший ходит и не знает, что делать. То в Кангас приедет, то поедем там еще в какое-то село, там, лишь бы работать, что-то делать, не останавливаться. Потому что как только останавливался, сил нет. А вот когда он работал, сразу силы появляются, движение. Ничего не интересует, как будто дышит. Вот так. Даже Спасибо, когда в отпуск ушли ребята, он себе места не находил. И он меня доставал уже. Давай, есть работа, поехали, где выступаешь? Давай туда поедем. Пойдем репетиции. И сейчас один такой внутренний, я расскажу, интимный такой момент между друзьями. Мне не хотелось бы, но я расскажу, когда он реально отвозил, привозил, куда надо, все. И в один день я понял, что у меня совесть должна уже сыграть, потому что мы ехали на довольно-таки длинное расстояние на его машине. Он тратил деньги на бензин. И я понимаю, что мне надо вытащить, сказать: Афанасий, возьми за бензин, я уже не стыдно. И он остановил эту машину, мы уже доезжали до Камрата, я не помню, издалека откуда ехал. Он прям так остановил, так повернулся. Если еще раз ты мне вот такое сделаешь, знай, ты потеряешь друга. Все, вопрос был закрыт полностью. То есть это даже о чем говорить вообще? Понял, вопросов нет. Вот настолько он, если принимал к себе в мир, в свой мир человека, там у него это уже считалось как что-то родное. Очень. И могу сказать то же самое и по поводу его появления в моей жизни. Вот этот термин «друг» совсем маленький, я не так это объяснить я могу. Как бы вы назвали его сегодня? Это, наверное, это родное, что-то такое внутреннее, какая-то... Если, кроме того, как сказать друг, можно сказать брат, можно сказать даже почти как отец, потому что возраст как раз сопоставим.
То есть это все очень более широко, иногда даже не хватает слов это сказать. Но это свое родное, очень близкое. Вот. Единомышленник. Да, вот как бы вот мы Всё- такие. всё Не вместе. было, да, вопросов не было. Друг ты мне или не друг, мы все вместе. Что так, глазами, все проходило вот так быстро. Вот. Даже когда были последние дни, он даже не хотел мне говорить, где он, что он. Он не Я только тебе не хотел в самый говорить. последний никому. момент. Он никому ничего не хотел Просто говорить. в моменте понимаем, где находится, и как бы Вот, и пришел. вот это я Ну, как бы вот чуть-чуть мне вот немножко так можно было бы, конечно. Но я ничего не говорю, но вот то, что он сильным был духом, это даже не обсуждается. Ну, И до сих пор, честно тебе скажу, нет того ощущения, что он вообще исчез. Он, может быть, из мира этого материального ушел. Но так-то он каждый Чувствуете раз. его присутствие? Конечно. Это даже не обсуждается. То есть он там, где он был, вот во всяком случае в моей жизни, где он был на студии, или где был у меня дома, или где бы мы с ним не были, в каких местах, куда бы ни ездили, я скажу, что в всех тех местах до сих пор он есть. Реально есть. То есть у меня на студии он есть. Если это кресло, я прихожу, смотрю на кресло, я его вижу, люди творческие немножко. Я вижу, что он там на тонком как-то сидит, балдеет, смотрит, давай, начали вести. То есть это идет разговор, а если разговор есть, значит есть связь. И это, я считаю, что это не какая-то там шизофрения, это реальное ощущение. И это дорогого стоит. Это правильно, потому что, вот, допустим, сколько у нас были репетиции с оркестром, он всегда заходил. Так, если, допустим, мы находились в процессе там, исполнения чего-либо, да, он там постоит или посидит, подождет. Когда мы закончили играть, он всегда заходил, здоровался. Мы всегда, только мы вот это обнимались. Я говорю, в день надо 15 раз обняться. Вот. И мы обнимались с ребятами за руку, с девчонками, комплименты, шутки, все. И обязательно, если шла новая постановка, он приходил, еще чаще приходил и сидел, слушал, анализировал, говорит, тут побыстрее, помедленнее, вот здесь может быть тише, а здесь может быть... Тоже вот давал очень много таких вот своих советов, пожеланий. И, в принципе, мы делали так, как он просил, и оно так и осталось, и это как будто оно так и должно быть. Вот. И даже когда в бочке, да, вот играл оркестр, а потом он говорит, вот там, где замедление, все, говорит, пускай Гайда играет. Ну, это, опять же, он чувствует. Вот. Пускай там где Гайда добавить, играет. что как. Все, не вопрос. И это, Сняли конечно, оркестр, осталась Гайда. И насколько это тонко, насколько это здорово. Поэтому оркестр сидит, я стою, окна перед моими глазами, и я всегда вижу, вот Костя идет. И вот сейчас сколько играем, особенно когда проходим танцы, работаем, все, и всегда я вижу, как он идет, и как он заходит, и вот тоже вот оркестровая, и наполнена тоже вот есть его присутствие, оно чувствуется. И сегодня очень мало времени прошло, но он навсегда останется, потому что я Дюзове тоже отдала очень лучшие годы, да, своей жизни. И мы пришли детьми в этот ансамбль в 1978 году. И я смело могу сказать, что столько, сколько сделал Костей Афанасьевич, не сделал никто. И хочу добавить, что придет то время, когда будет в Гагаузии профессиональная балетная школа. И смело сейчас уже хочу сказать, что основоположником гагаузского профессионального танца будет никто иной, как Гермек Константин Афанасьевич. Потому что вот это, да, это даже вот действительно неоспоримо, это не обсуждается, это просто факт, аксиома. Вот. И это дети будут изучать, и будет у детей есть в хореографических школах история танца, история национального танца и так далее. И это будет в учебниках, и дети, которые будут приходить учиться в хореографическую школу, не обязательно будут это проходить. Спасибо.
15 января этого года народный ансамбль песни и танца «Дюзова» был удостоен звания «Заслуженный творческий коллектив» за сохранение и увековечивание гагаузских традиций и культуры. Наша съемочная группа была на репетиции в тот момент, когда объявляли это. Прошу на экран. С присвоением почетного звания коллектив «Емелит Ал Республики Молдова», который был подписан президентом 15 января. 15 января, как вы знаете, Национальный день культуры отмечается в Республике Молдова. Ребята, чтобы вы были в курсе дела, это не просто звание такое, как современный коллектив. Это вам дает право работать, то есть вы должны работать 5 раз лучше, потому что не все коллективы дослуживаются такого звания. В Молдавии, таких я знаю, народный коллектив, только один кураж. Таревы. Жог академический ансамбль. Других заслуженных коллективов национальных нет. Современный коллектив, они начинаются образцовые, а профессиональные дают звание заслуженного. Это большая награда для всех вас и большая такая надежда, что будете работать лучше, 5 раз лучше работать, чем вы работаете. Ура! Виктор, Татьяна, вопрос к вам. С приходом маэстро гагаузский танец изменился? Он всегда менялся с приходом, даже еще когда вот в Кадынже они ставили, когда там студия была в Кишиневе еще в 90-е годы. Он всегда совершенствовал. Но вот то, что из последнего, это было самое мощное уже. Он прям выдавал так, что да, как бы я его знаю как бы давно, ну, лет 15. И то, что он делал в Кадынже, это одно. Но то, что сейчас было в последние моменты, это просто мы не успевали дышать этим всем, понимаете? Ну, я не знаю, не все это поймут, но мы как танцоры просто глотали все, что давалось. И он мог за пару минут там кучу комбинаций сделать. И за счет чего росла техника танца каждого. Вот они приходили, там большинство с Алтын-Чешмя пришли, там какой определенный уровень набрали какой-то, но конечная техника поднималась за счет именно тех комбинаций, которых сложных он делал, не просто на раз, два, три, четыре, а на раз и два на синкопах. Вот это его была отличительная, характерная черта танца. То есть я для себя четко мог, не знаю, кто поставил, но я нет такого, я знаю везде, где он поставил. Но если бы я даже и не знал, что это его, я бы, несомненно, узнал бы его почерк им постановки танца или даже движений. Вот такой он был, но так как он ставил, я могу сразу отличить. Так никто не ставил. Да. Татьяна. У него был свой почерк, и этот почерк, вот я говорю, еще 80-е годы, он тогда уже как руководил коллективом своим, не танцевал, вот, но руководил. И мы как-то были в Турции, и я говорю: Костев Иванович, а ну, как там в Вулканештах у вас Кадынжа танцуют? Вот. И он не показал, как в Вулканештах танцует, он показал, как он танцует. И вот это, но я так выразилась, но вот эта его полетность и вот эти синкопы, то есть вот когда на сильную долю нога зависает, и вот это только Гермек. И вот это действительно этот почерк, это его узнаешь из тысячи. Мы часто с ним по этому поводу, ну, я как исполнял, он это как бы пытался, ну, мне донести словами. И я как бы, вот в этом плане у нас было очень такой момент. Я это еще почувствовал, когда он в Кангазе, до того, как Дюзове начали, он в Кангазе как бы, ну, предложил мне, мы как-то встретились, он еще в Кадынже там кое-что ставил. И говорит: хочешь, давай твоим детям? Я говорю: как бы они еще слабенькие, но можем попробовать попроще что-нибудь. Ну и вот он начал приезжать, у меня оставался дома, жили, как бы, ну вот так все было настолько. Я у них жил еще до этого, когда мы тренировались, ну, знаю, как бы и сына, вместе работали. Ну вот так очень тесно все было. Как бы вот, ну, ему столько лет, а какая разница в возрасте, но, ну, прям, ну, реально. И общий язык, ну, вот так, с моими друзьями, и мы каждый вечер вместе, даже вот дома находился, жена там, ну, там где-то может обидеться, я говорю: ну, ты понимаешь, я не могу. Как бы у нас вся жизнь впереди, а с ним, вот я каждый день просыпался, и у меня было ощущение того, что
мы не успеем пообщаться. То есть у вас тоже такое ощущение было? Ну, у меня всегда это было. Я всегда говорил, ты извини меня, но его может рано или поздно не стать. И Да, как бы... Дело я в том, боялся, что, как бы, дело в том, это что он, когда приехал к момент нам, очень быстрый. он уже к нам приехал, имея за плечами несколько инсультов. Вот, и поэтому здоровье, конечно, оставляло желать лучшего, но и опять-таки подчеркну, что он ничего не говорил, но мы-то взрослые люди, мы понимали, что не я все, застал это состояние его. не все хорошо. И если мы вернемся опять-таки к творчеству, потому что это все-таки была его жизнь, для себя хочу сказать, что он меня просто сподвигал вот этой своей неуемной энергией, неуемным желанием работать. Он меня просто тоже сподвигал на поиски хорошей музыки для танцев. Ну да. Вот, и потому что изменились не только танцы, изменилась и музыка. Музыка очень изменилась. И одна, допустим, гагаузская свадьба, да, чего стоит? Ведь гагаузскую свадьбу ставили, когда все были в отпуске. Да. А мы, в принципе, когда был отпуск, Вспоминайте, мы по-любому работали. Вот. И была пандемия, никто никуда не поехал, и мы перебивались, то в педколледже мы работали, то в 6-й школе мы работали, То на улице работали. то на улице работали, и нужна была музыка, и концертмейстера не было, и я говорю, я буду концертмейстером, я брала скрипку, и в общем, и уже вот по ходу прям вот это. Ну, он заставлял рядом с ним людей движущихся, тоже... еще больше. Да, это невозможно было. Да, не такой двигаться. генератор идей, что рядом с ним невозможно было оставаться каким-то равнодушным или ничего не делать. Он настолько закручивал вот это мощно все, что крутились все и оркестр, и балет, и музыка, и все звучало. Да? Да. И вот я просто благодарна ему, и, конечно, очень большой удар лично вот для меня, как для руководителя, потому что, осталась без крыла. Вот. И мы столько с ним мечтали еще всего поставить, и ко дню рождения, все-таки 70-летие, такое мы планировали грандиозный концерт, и даже с Мариной Семеновной мы говорили, что, как минимум это должно быть в Кишиневе, это должно быть на большой сцене. У него там столько друзей его, столько коллег, с которыми он работал, и еще сколько приедут. И вот, в всяком случае, это планировалось сделать в Кишиневе. И лично, конечно, вот как Виктор Петрович говорит, мы где-то думали, что все хорошо со здоровьем. Но я лично гнала от себя эти мысли и думала, вот нет, еще не сейчас. Так, человек предполагает, Господь располагает, к сожалению. Да, спасибо. Виктор, что вы сегодня делаете, чтобы держать ту планку на том уровне, который задал Константин Афанасьевич? Ну, что делаем? Стараемся работать, только Продолжайте работать. его дело в том же духе, да? Конечно, ту планку, которую он задает, сложно как-то удержать. Я уверен, что мы сможем. Тот уровень, который он дал, сделать больше. Я не берусь взять на себя такую ответственность, что мы сможем, но тот уровень, который он задал, мы не то, что сможем, мы не имеем права понижать эту планку, потому что это наш долг, вот то, что есть, сохранить. Так уж получилось, по-другому мы не сможем. Что делается? Он больше гагаузское направление все брал, и старался вот это поставить. Мы сейчас дополняем чуть молдавское. Сейчас вот попросили хореографа из Болгарии, то, что у нас преподает, будет стать болгарское направление. Сын его приезжал, и он с ним работал цыганскую программу много лет назад. Я это знаю прекрасно, и мне довелось немножко поработать.
именно цыганскую программу. Он очень хотел поставить цыганский танец, но упиралось все в костюмы определенно, и не готовы где-то, может быть, танцоры были, и были другие дела. Но он понимал, что цыганское еще кто-то поставит, но гагаузское никто не поставит. Поэтому я ему говорил: Афанасьевич, цыганское мы как бы еще сделаем, вот гагаузское, давай. Я постоянно, вот, давай так, давай еще. Ну, где-то я чувствовал, я очень чувствовал, ну, как сказать, целыми днями вместе, чтобы вы понимали. Ну да. Ну, это как бы, и вот делаем сейчас потихоньку, вот сын приезжает, там пару комбинаций покажет, я записываю для себя, танцорам передаю, мы эти комбинации сейчас разучиваем, а постепенно начнем и как бы танец ставить, как бы вот так. Спасибо. С возвращением на родину Константина Афанасьевича Дюзова обрела особый колорит, неповторимость. Он заставил всех влюбиться в танец. За 4 года вместе с оркестром было поставлено 13 танцев. Это настоящие спектакли народной музыки, костюма и танца. Самого высокого исполнительского уровня, не имеющего аналогов в мире. Предлагаю посмотреть видеоинтервью начальника управления культуры Гагаузии Марины Семеновой о творчестве Константина Гермек. Пожалуйста. Söylediğinin adı Konstantin Germek. İsterim mahsus laf etmeye Gagauzca. Niçin hani bu adam hangisi hani bütün yürekten hem de bütün canından o severdi. Gagauz kültürasını, Gagauz halkını, Gagauziyamızı, Gagauzların türkülerini, oyunlarını, insanlarını. O üzere ben de isterim söylemeye hani o Gagauz halkın anılmış bir adamı. Gagauzlarda bizim Gagauziyamızda, avtonomiyamızda o çalıştı değil çok yıl öyle diyeceğiz. Bitki 5 yıl hani orada çalıştı ama yaptı o kadar ne kadar varınca başkası yapsın 20 ya da 30 yılda varınca söyleyeyim hani o kadar ki bu adam çok yaptı bizim kültürümüze. Hani biz sadece varınca onu methedelim, hani biz sadece varınca koruyalım o işlerin yani o bize bıraktı kendisinden sonra. Onun oyunları o kadar şıralı, o kadar gergefli, o kadar şeremet. Hani bugün hangi scenada biz oyunları getirmesek, hangi scenada da bizim oyuncularımız oynamasına iri de onları kaşlara ayakça, iri de onları alkışlarlar. O çalıştı bitki, yıllar o çalıştı. Düzava ansamblisinde hangisinin işini ilerletti. Çok ileri bir iki adım o kadar çok iş oldu bu yıllarda. Hani bunu kendi Düzavan'ın yöndericileri de, Düzavan'ın işçileri de, ansambldeki hani bulunan çok yıllar onlar hepsini bunu söylerler. Hani bu adam pek çok yaptı ki Gagauzların oyunları korunsun, ki Gagauzların oyunları ilerlesin. O yapmırdı oyunları kafasından nasıl ona gelsin, nasıl o isterdi. Ama o öğrenerdi oyunun manasını, o öğrenerdi oyunların historiasını. O mahsus çıkıyordu Çeşme Köyü'ne, Türkü'ne, Volkan Neşe'ne. O bilirdi hani bu oyun 3 ayak oyunu oynayla sadece bu köyde. O gelirdi bu köstek oyunu, o Balkan oyunları, o taraftan getirmişler bu oyunları. Ama bilirsiniz mi, gelirdi bana ama bilirsiniz Marsmena Vartela bir oyun. Hani sadece Çeşme Köyü'nde oynarlar bu oyunu. O gidip öğrendi da o koydu büyün oyunu. Büyün oyunu var Düzavan'ın repertuarında. Ben bu üzere sevinirim. Niçin hani o söyleyeyim hani o adamlardan hani topladı trofa buka bizim oyunlarımızı. Niçin hani Gagauzların oyunları o kültürünün bir büyük payıdır. Bugün Gagauzları ne toplar bir aileye, bir horuya toplanır. Ne zaman Gagauzlar açan toplanırlar, açan birlikte atölyeleri oyunlara toplanırmışlar. Horularda da, düğünlerde, düğünde toplanırlar. O üzere oyunlar bizim var ruhumuzda, oyunlar var bizim aklımızda. Onlar yaşarlar Gagauzlarla. Bugün bilmesen de oynama, mahsus öyle nasıl oynayı Düzava ama çıktığından bir oyuna, çıktığından bir horuya. Biz hepsimiz biliriz nasıl oynama, iki yanına mı, düz horu mu, sık horu mu. O da öyle o öğrenip topladı. Öğrenip gene hani biz yazdık, gene hani video materyalları topladık. Anglarında o anla bir ne söyle lazım olsun oyunlar. O hep derdi. Yok mahsus Gagauz oyunu yok, mahsus Moldovan oyunu var karakter. Ne var karakter Gagauzlarda.
öyle yok Moldovanlarda. Niye söylüyor? Biz oynarız oynamır öyle Bulgarlar. Niçin o bizim avalarımıza göre biz koyarız kendi karakterimizi da öyle bizim Gagauz oyunlarımız. Ben ne kadar yaşayacağım o kadar tutacağım aklımda onun derslerini, onun anlatmalarını, onun örneklerini. Niçin hani yer bir buluşmamız bizim. O öyle bir buluşma açan ben kendime yeni varınca bir şeyler iyi öğreneyim. Yazık. Hani o gün yok bizim aramızda ama ben umutlanıyorum. Hani bu adam bu adam Gagauz kültürasına kendi adını yazdı büyük bukvalarla. Biz onu tutacağız aklımızda. Onun öğretmeklerini, onun derslerini, onun oyunlarını. Bu konsertler, bu işler, bu programaların günde yazıları, bunlar hepsi olur. Hani bu adamın adı unutulmasın. Hani onun işi ilerlesin. Bugün çok vakit geçmedi ama canım hep acır ama gözüm hep yaş dolar. Onun için ben bilirim hani o bizi görür, hani o bizi işidir. Onun için isterim söylemeye. Sağ olun Konstantin Афанасьевич. Это было интервью начальника управления культуры Марины Семеновой. Татьяна Ивановна, Виктор, какие качества вы переняли у маэстро? Пожалуйста. Настойчивость и постоянная беспокойность, вот это беспокойство за коллектив, потому что не всегда коллектив переживает хорошие времена. Коллектив иной раз зависит от каких-то политических недопониманий между различными командами. И очень не хотелось бы, чтобы коллектив попадал в эти жернова. И вот Константин Афанасьевич, он всегда вот переживал, да, чтобы коллектив финансировался, чтобы все работники имели достойную зарплату. И вот я пользуюсь случаем, потому что сегодня коллектив тоже опять на грани непонятного отношения. Ведь если сегодня мы говорим, что вот то, что сохраняет гагаузский характер, это музыка, это танец, это песня, и сегодня, по большому счету, флагманом является ансамбль «Дюзова». Заслуженный коллектив Республики Молдова. И сегодня на ансамбль «Дюзова» равняются все образцовые коллективы, мы этим гордимся, потому что мне очень многие звонят, а можно вот использовать вашу музыку, можно использовать то? Я говорю, да, конечно, используйте. И Константин Афанасьевич всегда говорил, образцовым им можно. Мы, как профессионалы, мы должны иметь свое и задавать тон, а образцовые должны с нас брать пример. Вот, поэтому это надо сохранить и приумножить. Спасибо, Виктор. Ну, одно из самых, наверное, больших, одно из самых моментов того, что вот, я очень вспыльчив бываю в тех или иных моментах, а он меня постоянно останавливал. Сколько можно? Хватит, не ругайся, нет. Отойди чуть в сторону. А у меня вот какая-то проблема, сразу я начинаю пылить, а он вот останавливал. Вот это он меня как бы научил этому контролировать себя, потому что как бы нужно немножко паузу взять, осмыслить и двигаться дальше. Вот этого мне не хватало, вот это он постоянно как бы... Ну и много чего, в принципе, сейчас не хватит времени, чтобы перерассказать того, что он вложил, что он передал, потому что, ну, для меня это... Я могу рассказывать до вечера все те истории, которые мы с ним ночами обсуждали, ну, как бы... Это могу спокойно сказать, это он говорит, вот, ну, я ему всегда говорил, как бы учитель, но и он понимал, и я понимал, может, вслух не произносил. Вот у меня как бы есть отец, но это мой был второй отец для меня был. Спасибо. Реально, он знал все, что происходит у меня, как в работе, так и как бы в личных моментах, но и, в принципе, в работе мы не разговаривали. Он просто вот что-то там дает и просто подталкивает, и все. И меня сразу несет, и он это видел и понимал, поэтому вот так мы работали. Спасибо. Виталий, Софья, Иван, вопрос адресую вам. Что бы вы сегодня сказали Константину Афанасьевичу, если бы встретили его? Все нормально, идем дальше. Очередные ступени какие-то набраны.
сделано. Он это всегда спрашивал. Наш яптамбюн. Я пэрас яваш. И я, в принципе, так и отвечаю. Иногда он свидетелем многих моментов в моей жизненных ситуаций. Каждый раз приходил, проверял, я постоянно что-то делал. Яптам наш лязым, да яптам, япчан да льдоро. А на русском скажу, что больше всего вот как бы вот это чувствуется, это, можно сказать, доброта. То, что он нес, настоящее добро. Доброта. Она прям ощущалась. Не знаю, как по отношению вообще к социуму, но лично ко мне это ощущение, вот, чувство доброты, оно настолько сильно вот засело во мне, особенно если вот вспоминать, говорить о нем. Софья. Конечно же, выразить огромнейшую благодарность за то, что он последние годы своей жизни посвятил не просто частичку себя, а всего себя нам. Он сотворил из нас артистов. Он никогда не был равнодушным к нам. Он был огромной души человек по отношению к нам. Он был для нас на самом деле очень таким... У нас огромнейшая разница в возрасте, но он был для нас как отец. Он всегда поддерживал, всегда помогал. И, конечно, без этого никак нельзя было обойтись. Вот за это ему огромная благодарность. Ива. Лично насчет себя могу сказать, что я, наверное, не успел сказать спасибо большое. То, что он сделал меня таким танцором, которым я сейчас являюсь на сцене. Помимо этого, я бы хотел, возможно, извиниться перед ним за некие какие-то свои ошибки во время и в творческой жизни. И спасибо ему за советы жизненные. Очень благодарен ему за это. Спасибо. Сын Константина Афанасьевича Гермек пошел по стопам отца. Сейчас Константин Константинович проживает в Ирландии. Мы связались с ним. И внимание на экран. Привет всем, меня зовут Гермек Константин Константинович, я сын Гермека Константина Афанасьевича. Во-первых, большое спасибо всем, кто организовал концерт в его 70-летие в его родном городе Вулканешты, а также всем, кто организовал этот концерт и все, кто будет там принимать участие. Папа очень долго мечтал об этом концерте, он мне рассказывал, но так получилось, что он его не дождался. Но я уверен, что он будет с нами. Для меня он не умер, его просто нету рядом. Для меня папа был всем. Папой, другом, наставником. Я к нему мог обратиться с любым советом. Но один раз было, что он мне сказал, что я тебе не советчик. Маленькая история. Мне было 19. У меня 2 контракта. Одновременно. Париж, зал Конгресса у президента Жак Ширак, и Москва, Кремлевский дворец съезда, шоу Киркорова. Я подошел к папе, папа мне сказал: решай сам, ты уже взрослый, а мне 19. Ну, я посидел день-два, подумал, и я вспомнил все, что мне рассказывал папа про свой военный ансамбль, всесоюзный, киевский, они от Киева работали. Там было, кстати, только 2 молдавана, и оба гагауза. Папа и дядя Коля Севастин. Ну и я решил ехать в Москву, хотя зарплата во Франции была в 5 раз больше. Но я поехал, и первый день я захожу на сцену, а там репетируют Тодос, рецитал, все балеты и все звезды российской эстрады. И ко мне подходит генеральный директор Филиппа Киркорова Геннадий Русу, извините, и директор оркестра Олег Барлюк. И на молдавском: ты Гермек Константин? Я говорю, да. Ты не сын Гермека Константина Афанасьевича? Я говорю, да. Представляете себе мое удивление? Мне говорят: обязательно большой привет папе. Ну, я закончил контракт, приехал домой. Я папе передаю привет, но он же, конечно, знал, куда я еду и с кем я встречусь. Он мне ничего не сказал. Мы сидели, он долго молчал за столом, за ужином. Я его спросил: а что не так? И тут он мне говорит слова, которые я никогда не забуду. Он мне говорит: я танцевал в Кремлевском дворце съезда. Туда очень сложно попасть было. А теперь и мой сын там тоже был. Теперь я могу умереть спокойно.
Я эти слова никогда не забуду. И тут уже прошло десятилетие. Мы сидим здесь, в Ирландии, у меня, и приходит ему предложение с Гагаузии от Министерства культуры возглавить Дюзавул, танцевальный коллектив. И тут папа ко мне подходит за советом. Я ему говорю, я тебе тут не советчик. Я говорю, ну я бы на твоем месте поехал. И папа поехал. И вот я его не видел таким счастливым. Только в тот день, когда я приехал с Москвы, и в тот день, когда он приехал в Камрат. Он в Камрате приобрел семью. Он настолько их всех полюбил, спасибо большое всем, что он куда-то спешил, как будто чувствовал. Он танцы ставил очень быстро. Вы сами знаете, за пару лет сколько танцев он поставил. Как будто он куда-то спешил. Он мне постоянно говорил, мне нужно успеть. Куда успеть, не знаю. Но надеюсь, он успел. Еще раз спасибо всем. У него большая семья в Камрате, в Гагаузии. Еще раз вам скажу, для меня он не умер. Он просто не рядом. Спасибо. Константин Геремек – хореограф и профессиональный балетмейстер. Одно из главных желаний мастера было сделать гагаузские народные танцы знаменитыми на весь мир. И ему это удалось. Сегодня его смело можно назвать королем гагаузской хореографии. Шекспир сказал, и все мы в нем актеры. Ты игрой сердца пронзал, рождал восторги, споры. За то, что ты с душой играл, народ тебя короновал. И даже враг твердил порой, скрывая страх, что ты король, что ты король. Виват, король, виват, виват, король. Покоя ты не знал. Без пушек, без солдат, своей игрой ты страны покорял. Меня же покорил, что верным был, что был самим собой. И не было игрой, пустой игрой твоя любовь. Виват, король, виват, виват, король. Виват, король, виват, виват, король. Ты был самим собой.